Мы в эфире. Дуслар, всем здравствуйте, хайрлы киш. Напишите, пожалуйста, в чате, как нас слышно, как звук. Небольшая такая техническая проверка. В общем, Аллаха тапшадык, бисмиллахир-рахманир-рахим. Всем добрый день, Дуслар Ипташляр. Сегодня у меня гость Файзрахман Абы Камал. Камалов, да, ничек дырыс? Камал десерис дырсырак. Да. Татарчарак. Скульптор, художник. Значит, у нас гость родом из Чекмагушевского района Башкортостана. Идея, которая у меня появилась, да, вот почему мы сегодня проводим этот прямой эфир, и почему именно с Файзрахманом Абы Камаловым из Чекмагушевского района, заключается вот в чем. В общем, недавно татарские писатели Лябиб Лирон, Вахид Имамов съездили в северо-западные районы Башкортостана. И вот, значит, я думаю, татарский писатель Вахид Имамов известен нашей татарской аудитории на YouTube-канале, потому что у него есть книга «Запрятанная история татар», как-то так называется. Ну, в общем, там про все наши татарские бунты и восстания. Вот. И, значит, Вахид Имамов, когда посещал северо-западные районы Башкортостана, побывал он, значит, в Чекмагушевском районе. И там он встретил какую-то прохладную встречу. Ну, как-то ему, в общем, как-то холодно его там встретили. Не узнали его. Может видимо. быть, не узнали, да. И, значит, он как бы развернулся и уехал дальше по маршруту, который они там, видимо, задумали. И после этого, значит, он там сделал пресс-конференцию, где пообщался с журналистами, и от Вахида Имамова прозвучали весьма громкие заявления, значит, про предателей татарского народа. Так как его обидели в основном только в Чекмагушевском районе, можно, в принципе, сделать вывод, я думаю, чекмагушевские татары тоже сделали вывод, мол, предателями названы они, чекмагушевские татары. Это, конечно, все вызвало недовольство. Вот. И вот Файзрахман Абы Камал, как раз, который родом из Чекмагушевского района, он может рассказать, значит, что это, кто это такие на самом деле чекмагушевские татары, что это за Чекмагушевский такой район, чем он знаменит, славен. Вот. Ну и заодно, наверное, мы поразмышляем, порассуждаем, все-таки можно ли вот так вот говорить о татарах, которые живут в Башкортостане, о некоторых татарах, живущих в Башкортостане, что они вот такие нехорошие предатели татарского народа. Файзрахман Абы, вам слово. Ну, здравствуйте еще раз. Я хотел бы сказать вначале, как говорят, ложка дегтя в ложку меда, если положить, портит все. Портит все. То есть один человек, неизвестно какой там библиотекарша, который, возможно, и книги в руки не держит, и не знает литературу, тем более татарскую. Почему-то ее поставили в директором. Может быть, из-за этого она не узнала, не признала очень известного нашего писателя Вахида Имамова. Может быть, из-за этого все это произошло. Но из-за этого руководителя судить о татарском народе, живущем в Чекмагушевском районе, думаю, что это не очень культурно, что ли, не очень красиво. Поэтому я что могу сказать про Чекмагушевский район? Вообще, чекмагушевцы, они очень достойные люди, они очень такие своеобразные, они глубоко татары точно, их переделать невозможно. У них очень характер, скажем, жесткий, об этом говорят и другие
Тем более в Уфе про чекмагурцев говорят. Чикаго. То есть чекмагурцы ассоциируются с американским городом Чикаго. Почему? Потому что там в Чикаго тоже жесткий, там, видимо, народ, очень стойкий народ, ассоциируется уже как бы не только в своем районе, но и в Уфе. Фазрахман Абы, можем ли мы как-то определить чекмагушевских татар? Это кто? Это вот Мишари, это Мурзалар, Ясахла. Я думаю, что тут смесь между темниковскими и казанскими татарами. Потому что язык у нас татарский, и мы говорим, наши предки все говорили на татарском, может быть, старобулгарском языке. Поэтому там, скажем, башкирцев или башкиринов. Башкирины и башкирцы, землевладельцы. Да, я думаю, что башкирского языка там никак не могло существовать. А раз нет языка, значит нет народа. Я немножко сейчас вот дополню, Фазрахман Абы. В общем, когда я готовился к стриму, к прямому эфиру с Фазрахман Абы, я посмотрел данные по Википедии, и там, значит, получилось, что во время переписи 2010 года в Чекмагушевском районе было зафиксировано 62,8% татар. Значит, башкир около 30%, ну, чуть больше 30%. Но в качестве родного языка в Чекмагушевском районе указали 90% населения. Значит? А родным башкирский язык назвали 3% людей. При этом, отмечу, у вас там, значит, в Чекмагушевском районе еще какие-то чуваши есть. Вот чуваши да. по переписи 3%, и по родным языкам, ну, по национальности 3%, и по родным языкам тоже 3%. То есть на 3% бьется. Поэтому, Фазрахман Абы, у меня к вам такой вопрос. Вы помните, вы видели, вы знаете каких-нибудь татароязычных башкир в Чекмагушевском районе? Они вообще есть? Нет, таких я, к сожалению, не помню, не знаю, но фактически, если вспомнить, как я закончил в 1977 году школу и хотел поступать в Уфимский педагогический институт, Худграф, там один из членов комиссии спросил, ну, я такой активный был, как всегда, активный человек, и он спросил: вы из какого района? Я говорю, из Чекмагушевского. Он так расстроился, махнул рукой, и этим мое поступление на следующий день было известно. Вы поступили? Естественно, не поступил. То есть это у меня первая реакция. Какое отношение? Ну, он явно башкирин был, потому что по антропологии видно было. Ну, мы говорили по-русски. Почему-то башкиры, они по-башкирски мало говорят в Уфе. Почему-то. Слушайте, то есть получается вот такой ярый, значит, башкирский, практически... Это 1977 год. 77. Они уже, районы уже определяли, это татарский район. Что нам в Уфе их поддерживать? То есть они, то есть смысл понятен. То есть вас не переделать, не перековать? Не перековать, тем более чекмагушский. То есть с характером народ. Ну, я, естественно, больше туда уже не пытался поступать. Потом уже после армии... Это какой год уже получается после армии? Ну, 80-й, Олимпийский, дембель, как говорится. После армии я поступил в заочный народный университет в Москве. 2 года поучился и понял, что это мне не хватает. Пришлось дальше искать и определил для себя Ленинград. Вот, там я поступил... Далеко уехали, а вы в Казань не пробовали? Вот Казань, с детства мы Казанское радио все время слушали. Сейчас времени было, вот между 12 часом, что ли,
Каждый день мы слушали Казанское радио, да. Но Казань, институт академии нету в Казани. Училище есть художественное. Ну, видимо, так я и в армии художником был, и после армии художником в районе Чекмауши работал. И, естественно, книги, альбомы, все читаешь, смотришь, куда податься, учиться. Вот я решил в Ленинград, в академию, и так и там я вечерний рисовальный класс Академии художеств закончил, потом Академию промышленного искусства закончил. И после этого, после Академии, у меня был консультант из Уфимского авиационного института. И они пригласили работать, преподавать и работать в научно-техническом центре в Уфе. Я с удовольствием... Подождите, а вот научно-технический центр, это какое-то общее название там, или какой-то профиль есть? Вот? Это при университете, тогда еще он институтом назывался, при университете есть студенческий, ну там 3-й, 4-й, 5-й курс, студенты уже изучали, придумывали новые какие-то техники, технологии. В общем, там развивали, например, сапоги-скороходы. Это 80-е годы военные закрыли эту тему, они хотели для себя, а потом, когда развал произошел, институт продолжал эту тему. Это уникальная... Сапоги-скороходы. Да, уникально тем, что у них... Ну, если я уже буду до подробностей, наверное, не стоит. Так, значит, вам предложили работу в этом научно-техническом центре. И преподавать в Уфе я с удовольствием согласился. Но там был, опять-таки, ну, я не хочу сказать... А вы уже переехали из Ленинграда в Уфу обратно? Я наполовину. Ага. С семьей мы месяц работали в Уфе, а потом месяц я находился и там, и там. В общем, не совсем переехал. Потому что, когда я заканчивал, меня пригласили, и у меня один из преподавателей, который уже в этом институте работал, ты, говорит, не езжай, ты через 3 года все равно вернешься. И тебя выживут оттуда. Я не поверил, я думал, ну, молодой же, энергичный. Решил, что я там останусь. В общем, научную работу вел тоже. И в конечном итоге полубашкирин, полутатарин, он заведовал учебной частью, и он взял мой урок, срезал. Фамилию не назовете? Ой, сейчас не назову. Сейчас уже не помню. Ну, короче, это получается руководитель этого научно-технического центра. Нет, я преподавал. Там эргономика, вот, мой урок был срезан. И контракт 3 года было по научно-техническому центру, и там закончился, преподавания у меня не было. Я взял да уехал, короче. Обратно в Питер. Все понятно. То есть получилось, что именно какие-то люди, ну, кому-то, ну, кто-то вылезает, обязательно начинает что-нибудь придумывать. Сейчас тоже башкиры же, они нормальный народ, с ними татары уживаются, живут нормально. Но среди них же есть вот подобные типа ученых, там, башкирских. Мы их называем стратегии, это мародеры. Да, эти мародеры, их же мало, их несколько человек. Вот они под чьим-то указом все это бунт создают. Да, среди массы. Я бы так сказал. Файзрахман Абы, давайте поговорим о вашем месте рождения. Вот я что знаю про Чекмагушевский район? Значит, в Чекмагушевском районе есть такая деревня Имянли-Куль. Да. Это очень известная деревня, потому что я недавно делал передачу, рассказывал о защитнике Казани Японче и о том, что его, значит, предки имели большие землевладения на территории Ака и Дель-Улуса.
В частности, у него был братишка Бурай-баба, который дал название Бураевскому району Башкортостана. И вот, значит, там в 18 веке к потомкам Бурая приехали казанские потомки япончей и сказали, типа, делись землей, мы твои родственники. Они еще были крещенными. В общем, там было судебное заседание. Родственники япончи смогли доказать по родословной шежере, что они родственники бураевских, значит, ребят. И, значит, казанские татары-кряшины получили земли и вошли в сословие башкирцы. Заодно и вернулись в ислам. Один из этих личностей, из этих исторических персонажей был кряшин Стенька. Когда он получил землю, он вернулся в ислам, он стал Шентимиром, он вернул себе, значит, такое тюркско-мусульманское имя Шентимир и основал деревню Имянликуль. Вот что известно нам про Чукмагушский район. Вы далеко родились от деревни Имянликуль? Мой отец родился буквально 2 километра от деревни, село Имянликуль, деревню Земеево. Там наши предки обосновали эту деревню. Земеево, известно, что значит название Земеево? Земей Бабай, это имя одного нашего прапрадеда. Вот. И, ну, про Имянликуль могу сказать, у нас современный, очень известный певец есть, о нем и в Татарстане знают, в Свердловской области, и в Уфе. Он воспитывался в Уфе, это Илхам Валиев, тоже наш родственник. И, пожалуйста, у него тоже не сложилось же в Уфе почему-то. А где он сейчас себя реализовал? Он реализовал себя в Свердловске, сюда по приглашению приезжает и поет. Вот. То есть, в принципе, настоящий истинный татарин, который в Уфе может реализоваться. Практически вот. Потомок, возможный, защитника Казани, не смог самореализоваться. Да, к сожалению. Потом, по поводу защитника, я бы преамбулу такую сказал бы по поводу языка. Вот, они же, там башкирские историки пытаются, что это северо-западно-башкирский диалект. Я сейчас живу и работаю в Сабинском районе, и удивительная вещь. В каждом районе есть свой небольшой диалектический такой языковой момент. Вот в Сабинском районе я удивился, что наш язык настолько с ними близок, с башкирскими татарами, что, ну, единственное, что добавилось у нас, конечно, бармаем, хатмаем, это тут нету. Но все остальное, говор, сам речевой говор, идентично. Они даже мне говорят, насколько язык близкий, откуда же ты? Знаешь, что я приехал? Вот. А потом я, когда говорю из Башкирии, а у нас дедушка все время ездил зимою в Башкирию делать валенки. Из Сабинского района. Из Сабинского района. А расстояние, будь здоров, 500 километров. Откуда вот эти ноги? Вот историки бы покопались бы, и, наверное, нашли связь между Сабинским районом и с Башкирией. Если там, ну, не все же зимой ездили туда валенки делать. Ну, может быть, 2, 3, 4 человека. Они же не могли пересадить язык башкирский сюда, в Сабинский. Получается, что, скорее всего, родственники уехали тогда, после взятия Ивана Грозного, скорее всего, и они как бы имели связь. Просто так я же не поеду в соседнюю деревню, просто так не зайду там работать. Естественно, родственники принимали. Они же целую зиму работали там. То есть, получается, какой там северо-запад? Тогда Сабинский район надо назвать северо-западным Башкирами, что ли? Тут
Какое-то недоразумение. По-моему, получилось. Сабинский район это даже далеко не Закамье, которое у нас хотят отнять. Да, вот Это не Закамская территория, не Мензелинский там бывший уезд. пусть наш президент извинит меня. Да, это же родина Это Ниханова. Теперь башкирские эти самые мародеры могут присвоить Сабинский район, что ли, получается? Не, они же забрали уже у нас Шаймию, там сделали его новобашкиром. Вот Ремзиль Валиев, знаете его, он тоже, у них деревня из Сарманского района, Сарысас-Текермен. Вот огромная деревня была, оттуда переехали в территорию Башкирии. Тем более там и вот интересный момент, мы говорили же о том, что как в Кавказе, да, одна деревня другую деревню не понимает языкового. И также в Башкирии удивительные моменты же отмечали, что башкирская деревня сохраняет свой язык испокон веков. Рядом татарская деревня, однако смешение не происходит языковое. Значит, наши районы никак не могут быть башкирскими. Никак, никаким северо-западными башкирами. Поэтому меня удивляет этот момент, конечно. Вот. У нас, Файзрахман Абы, вот есть такие много исторических примеров. Вот есть у вас такой пример в Чекмагушевском районе. В общем, мы знаем, да, действительно была вот такая миграция, да, там из Казанского ханства в Акидель-Улус. Интересно, вот остановлю этот момент. Вот рядом с Чекмагушем, буквально километров 10, есть Кала-Тау. Кала-Тау. Да, известный. Это гора-город, как бы, да, в переводе. Там была пещера, говорят, даже где-то километров 30. Vглубь. Куда-то уходит. Ну туда. Не знаю, насколько это правда, но пещера точно там была. В 1974 году я в этой горе был. Меня учитель географии специально возила. И там у нас две школы в Чекмагушеве. Там в русской школе исторический музей был. Очень сильный, большой исторический музей. Там был русский, как его, музей, директор музея, скажем, да. Как же его звали, не помню опять-таки. В общем, он рассказывал о том, что в эту пещеру приехали из Москвы археологи, видимо. Они все, что там было, собрали. Он видел. Ничего, говорит, не оставили. Он почти как плакал, потому что для него музей это достаточно... горел, сердцем горел за музей. И он сказал, что все, что было, все собрали и забетонировали. Место бетонированное, я видел это. Но самое интересное, ведь рядом с этой горой находится деревня, как вы думаете, называется? Называется Булгар. Булгар? Деревня. До сих пор сохранился... В Чекмагушевском районе есть деревня Булгар. Деревня Булгар. Так. То есть, вот был город, вот деревня Булгар. Скорее всего, это не переселенцы, это не то, что башкиры говорят, это башкирская земля. Это земля наших предков, булгар. Потому что доказательства, топонимика, он же сохраняется из веков, да, он не меняется. Например, название реки, там, горы, все это передается. Но деревня Булгар, башкиры, что ли, назвали деревню Булгар? Я думаю, что нет. Если что... Пусть историки копают вот эти вещи. Пусть эти башкиры тоже копают. Пожалуйста. Однако есть деревня Булгар. Это наши предки. Файзрахман Абы, тут вопрос из чата. В общем, люди интересуются, а что значит название Чекмагуш?
Вот тут вот кто-то говорит, шакма щиттан, что ли? Тут, ну, не выходи из края. Вот есть какое-то объяснение названию? Я, к сожалению, не знаю, но по-своему думаю, это чокматаш. Это камень, название, чокматаш. Шахматаж. Из него огонь добывали. То есть характер народа не просто же. Имя всегда человека воспитывает, да? Если тебя как кем-то назвали, ты становишься тем. То есть у рек, этих, где реки текут, там есть вот эти камни. Их собирали раньше для бани. Вот эти камни очень жесткие, с ним вот чокматаш. Скорее всего, я не знаю. Спорить не могу. Файзрахман Абы, есть такой момент, вот татары Башкортостана очень любят хвалиться, что у них все уже есть по родословной, они там свою родословную как могли, так изучили. Как у вас обстоят дела с шаджара? Есть ли у вас шаджара? И что по ним? Есть какие-нибудь новобашкиры там, тептяри и так далее? Ну, у нас шаджара тоже есть, Демеевский. Там же, чем в Башкортостане насчет шаджара, там праздники начали делать. Каждая деревня создает свою шаджара. И в конечном итоге вот они как бы в этом плане как бы передовики. Вот наша вот деревня Демеево, наши предки там обосновали, оттуда, ну, у меня получилось по этой книге, там историк как раз занимается, Ильдус Габдуллин такой историк, если слышали. Вот он написал книгу, и получилось, что я 16 поколений знаю своих. 16. То есть из них где-то 9-е, что ли, поколение, вот как раз Зямей Бабай. Вот. Но у нас и там очень много. А вы узнали, вот, что это примерно за люди, вот эти вот 15 поколений там? Выходцы. Одни из Казанской, другие из Тамбовской. Губернии. То есть, да, то есть там смесь произошел, Тамбовской, Казанской. Из Казанского, из рода Биев, вот. А из Тамбовской, я не знаю, из какого рода. Ну, если это тамбовские татары, ребята, это напишите в чате, знаете ли вы Темниковские. там, то есть получается, чекмагушские татары это еще и мишари? Да. Там стояли войска, это кантонами они жили. То есть это не только в Чекмауши, это вот Бурай, это там, где Ханяфарки район. Это Ташлинский же район? Ташлинский район. Там тоже казаки эти самые стояли, полувоенным. То есть они, видимо, вот эти рубежи между башкирами охраняли, скорее всего. Но потом, не знаю, по какой причине эти земли отошли. Но язык, опять-таки, язык же сформировался в каком-то 26-м, да? Язык? Башкирский. Вы знаете, смотря как, ну да, литературный башкирский язык на основе кулаканского диалекта. Вот Эсенде Язучи, достаточно великий башкирский писатель, называют его, да? Кемаль? Мустай Карим? Yok, Эсеннен. Ну-ка, догадайся. Так, не могу сказать. Ну, Нет, кого я знаю? ну-ка. Так, вы меня проверяете или просто забыли? Короче, я что хочу сказать, именно вот эти районы, вот Чекмагушский, Дуртилинский, Илишевский. Илишевский, кстати, там вообще в советское время 98, что ли, процентов башкиры как будто записаны. Знаем этих башкир бумажных. Это же бумажные, действительно. Туда наш журналист из Татмедиа ездил, значит,
Рамис Латыпов. Там есть деревня Князь Елга. Князь Елга. Ну, что-то вообще не по-татарски, да? Там побывал, сходил в местное кладбище, там, значит, посмотрел одни кресты. Кряшины и удмурты. Русские фамилии. А по Википедии башкиры живут. Ну, что сделаешь? Мгм. Вот я расскажу про своих детей. У меня 2 сына, они родились в Петербурге. И они говорили в Петербурге только по-татарски дома. Они очень так достойные татарские дети. Они не захотели в Уфе учиться. Вот старший у меня музыкант, он именно хотел в Казани, Казанское училище, консерваторию поступать. И вот после этого мы переехали в Казань. Вот Ильяс Камал, может быть, слышали про него. Он уже 3-й раз в консерватории учится. Вот. Теперь он главный дирижер Тинчуринского театра. Вот он дружит с башкирскими музыкантами. Он говорит, вот он узнал, что я приду сюда. Он говорит, пожалуйста, не ругай уж башкир, потому что мы народ, мы как бы творческие люди, мы дружим. Мы не можем о них плохо говорить. Не можем, просто хорошие ребята. Башкирские ребята. Ребята хорошие, мы против башкир ничего не имеем. Да. У нас есть претензии к конкретным людям, с конкретными именами, с конкретными фамилиями, которые вот эти вот, как их назвать-то культурно-то? Булатырщиклар. Вот. Потому что, то, чем они занимаются, это вообще кошмар, короче. Фазрахман Абы, давайте поговорим о том, чем вы сейчас занимаетесь. Вот вы скульптор, вы художник. Скажите, что вы нарисовали, чтобы мы это все запомнили, и что вы слепили? Я вообще правильно говорю? Да, можно и так сказать. Слепил. До этого я занимался живописью, создавал, вот в 96-м году создал новое направление в живописи. Можно в интернете набрать трансформационное искусство. Это ваш покорный слуга создал. Что такое трансформационное искусство? Это значит, вот даже вот я тебе книжку подарил, да, здесь кое-что есть. Это, в Петербурге, живя, работаю, учась, я понял, что абстрактная живопись народ не понимает. Нет, не понимают. Вот. Академическая живопись народ воспринимает. Академическая живопись это у нас... Это реалистическая, скажем, школа. Почти фотография, да? Реалистическая. Она может не почти фотореализм, это отдельно как бы существует. Вот. Старая академическая школа занимается, реальные вещи рисует. Я решил создать мост между академизмом и абстракцией, чтобы люди начали понимать и то, и другое. Потом уже они могли понимать и абстракцию. Потому что абстрагированная живопись, она всегда, там надо думать. Я даже считаю, что мой живопись, он активный вид отдыха, а академический это пассивный. А вот зачем простым людям нужна абстрактная живопись? Очень просто. Абстрагированно нужно и в жизни же, надо немножко уметь абстрагироваться. Вот, как говорят, у нас же говорят, некоторых людей называть баранами, да? Есть такое мнение. То есть, что значит? Вот я в сравнении, вот человек кормится, живет одной жизнью, да, он не может абстрагироваться, не посмотрев на небо, например, на облака, а радоваться тем, что Бог сегодня дал. То есть некоторые вот говорят, что рай может быть только на земле,
и ад тоже на земле. После смерти никто не знает, есть ли он или нет. Мы должны уметь научиться жить на земле, радоваться жизнью. Каждая секунда, данная Богом нам жизнь, должна радовать. Вот к этому абстрактный подход. В общем, человек Сложно, да? должен обращаться к абстракции, чтобы немного отвлечься от его каждодневной суеты. Абсолютно. Вот так вот. Да. Так хорошо, вы решили вот такую книжечку, это вы издали. Это еще в 2000 году, это в Петербурге. Мгм. «Штучки-дрючки» называется. Потом я очень много книг делал, еще издательством занимался. Мгм. Так, значит, мы поняли, что вы нарисовали. Вы же нарисовали что-то абстрактное для простых Ну, людей. Что еще? Что-то еще есть? Ну, и кино снимал, документальные фильмы об этом. Давайте. Значит, Если интересно, давайте пожалуйста. прорекламируем, какое кино сняли. Ну, самый последний это «Загадки древнего Булгара». «Загадки древнего Булгара». В общем, можно посмотреть на YouTube. Да. Да. Потом я 9 серий фильмов сделал в сериале. Уф, баштан чыгып кетти. Что еще раз? Не могу вспомнить. Сейчас я отвлекся немножко. В Петербурге я в Ленфильме познакомился с режиссером Наумовым. Вот с ним работая как оператор, как монтажер, научился всем азам киноискусства. И мы около десятков документальных фильмов сняли. 2 фильма у нас по международным кинофестивалям показан был в Петербурге. Вот, «Послание человека», так называемый кинофестиваль. Вот сейчас есть он, не знаю даже. А потом в Казани, в Солять, вот Солять знаете, да? Мгм. Туда меня пригласили, я детей обучал кино, телевизионный, как создавать телевизионные передачи, кинофильмы. Вот. Из них, да, 2 даже ученика у меня есть. Альберт Шакиров, который это Юлчылар, да? Передача «Жизнь». Да, это Юлчылар. Вот. Рахимбай, вот, например, тоже. Рахимбай тоже ваш. Это мой, да. Слушайте, вот Потом «Яралы язмышлар», вот 9 серий фильма «Яралы язмышлар». Можно даже в Ютубе тоже посмотреть. Можно. 2-серийный Гульшат про жизнь, деятельность Гульшат Зайнашева, тоже 2-серийный фильм делал. Ну, очень много клипов снял. клипов сняли? Да, около 60 клипов. Это снял. какие музыкальные клипы? Музыкальный, вот Габтефет Сафину, я 5 лет с ним работал. Тоже. А вы как ему? Вы ему раскадровку рисуете или что? Я Или все прям делаю. снимаете? Я Всё? все делаю. Я и снимаю, я и монтирую, и озвучка там Ильяс помогал. У него слух абсолютный в этом плане. Вот. Хорошо. В принципе, мы А поняли. сейчас вот по заказу одного из хорошего человека занимаюсь увековечением памяти Симбики. Так. Вот давайте с этого поподробнее. Ну, история для меня всегда интересна. Подождите, а почему Симбика? Это вы выбрали или вам предложили слепить Симбику? Как идея воплощалась? Ну, идея, она сама по себе... во-первых, памятника Симбике у нас нету. Да, к сожалению. Правда, сейчас Касымова пытается, там кто-то делает. Но у нас
это художники очень много картин написали. Очень много картин про Очень много. Я Сюмбику. их собрал. Мы хотели с Гарей Рахимом сделать книгу про Сюмбике. То есть я должен был собрать все картины, обработать, подготовить к печати, а он уже текстовой. Сколько написанных про Сюмбике рассказов. То есть работа немножко приостановилась. Гарей Рахим, к сожалению, покинул нас. Но я надеюсь, я ему обещал, что я продолжу это дело. Вот и картины, они вот в Мингере, в Сабинском районе, есть башня Сюмбике. Вот. А что это башня Сюмбике? Это то, что здесь есть башня Сюмбике. А там это историческое? Это не Нет, новодел? она не историческая, она как бы новодел, но там гостиничный комплекс. Он даже на 6 метров, по-моему, выше, чем вот наши Сюмбике. Да. Да. И там я на каждый этаж в гостиничном комплексе это самое репродукции сделал. И сам тоже кое-что написал. Вот. И там мы будем еще 2 памятника. Вот Утамиш-хан, это сын Сюмбике, я уже сделал. Вот Сюмбике тоже буду делать памятник. И там мы уже начали заниматься сувенирным производством. Ну, то есть, пока еще не ушли мы в сувенирку, да? Ага. То есть, получается, у нас Сабинский район в Татарстане превращается в какое-то такое, в принципе, культовое место, где можно будет и на Утямыша Гирея посмотреть, и на Сюмбикю, и башня больше, тутошней Казанской башни, да? Да, да. А с чем это связано? Почему это вдруг в Сабинском районе важно вот такой культивировать, популяризировать образ Сюмбики? Самое интересное, вот людей, вот мы, творческие люди, тоже не знаем, с какого конца, чего мы, почему занялись этим. То есть нас ведет что-то, кто-то, я не знаю, откуда-то. То есть, когда человек погружается в творчество, он создает, как говорят, не своими руками, а им создает какая-то Божье, как бы, перо, работает. И здесь тот руководитель, который все это создает, он, не осознавая, попадает в эту точку. Именно там должно быть это. Потому что историческим фактом сейчас мы узнаем о том, что рядом с этой деревней находится деревня Утернес, которую мы смотрели, да? И там был город. Город основали войско разбитого Казанского ханства. Они там обосновали город. Через некоторое время, когда они все время нападали на русские войска, и Иван Грозный велел уничтожить этот город, и его уничтожили. Но народ-то все равно остался там. Я для тех, кто немножко не в теме, объясню, о чем говорит Файзрахман Абы. Это известный арский улус и арские князья, которых нам известно. Например, Бек Явуш, это как раз таки один из арских князей. И действительно, вот эта вот арская земля, вот эта Заказанская, была одной из тех территорий, которая сопротивлялась взятию Казанского ханства, мешала администрации Москвы, которая обосновалась в Казани, вот, различными там партизанскими своими лазеечками. Вот. К сожалению, эта история не совсем известна исторически. К сожалению, да. Потому что, как будто, вы знаете, вот 1552 год, вот Казань пала, и все, и наступил мрак. Да. Никакого сопротивления не было. Всех защитников, значит, перебили. Хотя вот я сделал передачу, и, оказывается, потомки япончи спокойно там, ну не спокойно, но часть, значит, крестилась, а часть жила в Акидаль-Улусе. Вот. К сожалению, вот такие страницы истории, они сейчас вот не совсем доступны татарам.
Хорошо. Я хочу вот о чем поговорить. Вот, ну, вы взялись, в принципе, за фигуру вот Симбике, да? У вас отношение к ней какое-то свое внутреннее сформулировалось? Вот как вы к ней относитесь? Потому что, ну, ее судьба, в принципе, драматична сама по себе, да, Да, ведь? ну, сказки разные есть, но я считаю, что раз народ любит Сюмбику, народ ведь любит Сюмбику, и считает, что это как бы символом, значит, верить сказкам не приходится. Раз Сюмбика не стала женой Ивана Грозного, это же факт. Почему он в Касымской там заточение находилась она? Это же факт. Потом сына крестили, увезли в Краснодар, что ли. И он в дальнейшем стал крещенный Александром и стал великим русским полководцем. Родоначальником династии Юсуповых, дворянской. Вот в конечном итоге он 20 лет погиб, но однако, если бы Симбика стала женой Ивана Грозного, неужели сына куда-нибудь отправили? То есть он до конца был, она была до конца достойна своего народа. То есть народ почему любит Симбику? Значит, были свои причины. Я считаю, что она герой. И ее увековечивать необходимость есть. Вот этим я и сейчас плотно занимаюсь. Ну ладно, Алаберс, у вас все получится. Друзья, давайте активно подключаемся к нашей беседе. Если у вас есть какие-то вопросы к Айзурахману Абыга, пишите, пожалуйста, в чате. Я, наверное, задам вот какой вопрос. Айзурахман Абы, вы, в принципе, наверное, газет читаете, интернет читаете, новости читаете, да, вы знаете, что вот у нас как бы все идет к переписи, да, и мы, значит, во время переписи такую дискуссию сделали, татаро-башкирскую, да. Вот у меня вопрос. Значит, у вас есть четкие, понятные корни, ведущие к Чекмагушу, к деревне Зимеево, да? Да. Вот на ваш взгляд, все-таки вот что намного сильнее всего тревожит татар Башкортостана на сегодняшний день? То, что они язык потеряют, то, что они башкирами станут, там, может быть, там, не знаю, вот эта многотомная серия «История башкирских родов». Вот что больше всего волнует татар, ну, может быть, даже вашего Чекмагушевского района? Неважно, вот на ваш взгляд. Ну, вот это административные сильные удары по народу. Давление, да? Давление, вот это меня беспокоит. Потому что действительно, ведь если даже татар не сделают башкирами, но русифицирование происходит. Подождите, их же обашкируют, причем тут русификация? Ну, хочешь не хочешь, приезжаешь, везде в деревнях уже по-русски больше дети говорят. Вот же процесс. То есть кто-то работает кроме татар и башкир, там конфликтов, кто-то третий есть, который делает свое дело. Вы удивились даже, почему башкиризация. А может, и башкиризацией не занимаются. Может, того русификацией, может быть, занимаются. Ну, это быть. вопрос очень тонкий. То, что мы учились же в школе, у нас все было по-татарски. Даже математика, история, все предметы до 8 класса, по-моему. Нет, до конца, по-моему, нет, уже не помню. В общем, на татарском языке было. Нам даже тяжело было в армии, например, заговорить по-русски. Очень тяжело. То есть, а сейчас же по-татарски дети же, они по-русски говорят. То есть башкирский язык, носители башкирского языка, они ничего не выиграют. Потом те, которые пытаются обашкирить, то есть там татары, которые недостойны, скажем, носить имя татар, они же предатели, можно сказать, такие есть среди, у всех есть, но те, которые, вот библиотекарша, которая вот так поступила
Вахид Имамов. Ну, они думают, что их башкиры потом будут хвалить это самое. Да, ни за что. Они, когда используют этих людей, они их близко потом же не подпустят к своим кормушкам. Они зря вот пытаются очернить свой же народ. Зря они должны сами подумать, зачем это им надо. Ну, я так думаю. В принципе, я понимаю, о чем вы говорите, хотя бы по двум очень известным примерам. Например, по писателю Мустаю Кариму, Да. которого там на закате жизни уже начали в лицо говорить: какой же ты башкир, ты татарин. Кстати, к моему удивлению, оказывается, вот если в Википедию зайти на его страницу Мустай Карим, там есть верифицированные ссылки на то, что он татарин, по некоторым документам. А вы знаете, в Википедии вот это сообщество этих миссионеров, башкиризаторов очень мощное, и они просто так, конечно, бы, наверное, не отдали бы Мустая Карима, но что-то вот они сделали, решили из него как-то такую пешку сделать. И, в принципе, под конец жизни, по-моему, так и получилось, да, с Мустаем Каримом, что он был как-то, не знаю, обделен, что ли, вниманием публичным. Вы знаете, нет эту историю вообще? Что-то можете сказать? Я немножко вдали находился. В этот момент, да? Да, я в 30 лет в Питере прожил и 10 лет в Казани. Ну, я не могу об этом говорить. Но то, что Мустай Карим никакой не башкир, также Галимджан Ибрагимов, если даже говорит, он же никогда не говорил, он башкиром. То есть, потом антропология ведь очень сильная вещь, да? Вообще, если касаться слова башкира, это вообще, это же не национальность, это сословие, да? Ну, как сословие становится национальностью, тоже интересный вопрос. Такой вопрос. Ну, я бы вообще призвал всех, давайте, братья, тюрки, давайте туркилизация нам всем объединиться, тем более сейчас в этот очень тяжелый, скажем, может быть, уже военное время сейчас, говорит о таких распрях, это нехорошо, надо объединяться, надо стараться выжить нам. Фазрахман Абы, Я трогаю политику. я хочу вот такой еще вопрос задать. Назовите известных людей из Чумагушевского района. Кто там самая такая звездочка? Вот вы назвали певца, Усеев, да. подождите, вы певца назвали из Имяликули, еще Илхам Валиев, да? Валиев, да. Да. Кто еще у нас из известных исторических личностей Чумагушевского района? Чем Ну, может давай похвастаться? сразу начнем с Пугачевского времени. С Пугачевского времени, так? Канзафара Усиева знаете, наверное? Сподвижником был. Ну, историки знают. Но он мишер, да? Ну, какая разница, мишар, не мишар? Зачем делить? Мишари, они татары. Да, вообще бесспорно. Да. По-моему, мишари, они не говорят, отдельно себя же не называют мишарами. Нет А такого. это между нами, говоря, ну, там, говорят они, да, они как бы... Вот в Петербурге я с 89-го года в татарской общине, как говорится, все время работал, короче, с общиной. И там были, например, те же темниковские, те же мишарлер, нижнегородские, московские, да, казанские и башкирские татары. Вот мы же все в одной семье жили, хотя каждый из них отдельно собирался отдельно, но мы же все вместе вот собирались. Вот, например, я
часто ездил по работе, вот, на радио Азатлык, по работе ездил в Финляндию, финские татары. Пожалуйста, удивительно же. Они за 100 лет, даже больше, да, 150 лет, наверное, уже они там находятся. За это время их так мало, там 900, сколько, 800 человек, они сохраняют идентичность, вот свой язык сохраняют. И почему-то они не требуют от финского правительства, чтобы их язык стал государственным. Или же не требуют, чтобы они стали там хозяинами этой земли. А в Башкирии, вот башкиры, почему вот так поступают, я не знаю. Вот яркий пример. Они сохраняют вот свою идентичность. Они, хотя некоторые тоже ассимиляция происходит там с финнами, там соединение, но однако они, самое интересное, они же сохраняют свой язык и, изучая финский, они и культуру изучают. У меня даже один был проект, но не получилось. В Европе, вот в Швеции, например, если два разных национальности соединяются, да, одной семьей, они не только языки знают двух сторон, но и полностью изучают все культурные вот эти наследия. То есть дети растут, они уже знают и ту культуру, и эту культуру. Естественно, зная две культуры, уже дети настолько сильнее становятся. Пусть вот изучают и башкиры татарский язык, и татары башкирский. Почему нет? Я, например, башкирский язык с детства понимал, потому что радио все время говорил. Говорить-то не могу, но полностью понимаю. Хотя, например, с мишарями, когда первый раз общался, я их не понимал. А потом уже слух, так, слушал, начал понимать. Также башкирами, если кто-то не знаком, появляется, и он тоже не понимает башкирский язык вначале. Правильно? Ну вот, живя там, мы понимаем, ладно. Мы же от этого башкирами не становимся. Фазрахман Абы, наверное, вопрос какой-нибудь сейчас попробую задать из чата. Ну. Вот. Люди, кстати говоря, интересуются. Ну, это я, наверное, сам отвечу. Спрашивают, вот в его воззвании Батырши, есть ли хоть какое-нибудь слово татар? Батырша? Батырша, да. Батырша? Ну, батыр. Нет, я имею в виду, у него же есть вот это знаменитое воззвание к восстанию. Вот. Нет, может, вы про это не знаете, но я просто это воззвание читал, если что, там есть упоминание города Болгар. И призыв к тому, чтобы восстановить религию предков, а именно связанную вот с Булгаром. Вот. А на ваш взгляд, сейчас в Чекмагушском районе у татар какой настрой? Вы там общались с местными? Как они относятся к переписи? Видят ли они в этом смысл? Видят ли они смысл в том, чтобы переписаться с татарами? Вот именно сегодняшний взгляд на чекмагушских татар. Я где-то полгода там я не был. Ну, только у нас подготовка к переписи почти 2 года идет, а ее же нам все перенаш. Ну, во всяком случае, я четко знаю, что они себя в основном они татарами будут писаться. Потому что хочешь, не хочешь, все-таки... Нет, я не знаю даже. Интересный вопрос. А вы, кстати, сами перепись... За них отвечать я не могу. Подождите, а вы перепись прошли? Я прошел через интернет. У вас родственники есть в Чекмагушском? Да, есть. Вы им Они помогли? татары, зачем? У них есть доступ к интернету, возможность к интернету или навыки использования сайта госуслуги? Есть. Есть? У госуслуги вряд ли. Вот в интернет они могут зайти. Госуслуги, да. Кстати, там, наверное, по этой технологии народ отстает, наверное.
Файзрахман Абы, наверное, давайте переходим к заключающему слову, да. Может быть, вы какие-нибудь итоги подведете? Вас там как раз уже звонят. Да. Давайте, значит, сделаем сделаем выводы, да. Значит, кто такие чукмагушевские татары, что такое Чукмагушевский район, можно ли татар Чукмагушевского района называть предателями татарского народа? Я думаю, что если взять представителей Чекмагушевского района, например, Салих Батыев, да, он же здесь большим руководителем был. По-моему, он был председатель Верховного Совета Татарстана. ТАССР, да. Да. Ну, то есть руководитель парламента советского Татарстана. Неужели вот такие личности могут быть предателями татарского народа? Их же много. У нас, конечно, музыкантов много, не только деятелей политические. Поэтому я считаю, что никак в Чекмагушевском районе никак не могут быть там какие-то предатели. Ну и, наверное, руководство пропускает таких директоров библиотек. Ну, таких же и в других местах есть. Может быть, не знаю, судить по одному человеку обо всем районе нельзя. Тут, кстати, один вопрос пришел в телеграм-канал. Значит, сообщение, да? К вам обращается, ну, татар тілін яхшы білесіз. Вот, әлбәттә, татарша сөйләшәсез. Какую вы видите перспективу развития татарского языка? Ведь, очевидно, политика, направленная на полное вытеснение языка из употребления. Какие шаги необходимо сделать на государственном уровне? Давайте, Файзрахман Абы, немножко поговорим о нашей боли, о нашей проблеме, а именно о татарском языке и что с ним сегодня происходит. К сожалению, вот я хочу признаться, я как казанский татарин, я бы не смог бы, например, вести стрим полностью на татарском языке. Я, конечно, татарша земляларны төзи алам, сөйләшә алам, но мне было это озын итеп, анда күп катлы, әллә нинди терминнарны кертеп, идеология турында, тарих турында, сәяси турында, иҗтимагый хәлләр турында сөйләшәргә миңа авыр. Шуңа күрә я говорю на русском языке. Вот ваше мнение все-таки, да, вот что у нас с татарским языком происходит? Я бы так сказал, язык наших предков сохранить можно в основном не в школе, не в институтах, а именно в семье. Вот очень простой пример. Вот у меня два сына, родились в Петербурге, жили старший до 9 класса, младший до 5 класса, они там жили в русской среде. Они абсолютно по-татарски говорили, умели писать, читать, и они признавали татарский язык настолько, для них это волшебство. Когда мы приезжали в Казань, они здесь с удовольствием просто радовались. Я этому был тоже очень рад, и они сейчас, живя здесь, в Казани, они себя просто чувствуют в своей тарелке. То есть получилось, что они в школе-то не изучали татарский язык, однако знают, финские татары, у них тоже школы нет, воскресная школа, они все говорят по-татарски. То есть мы иногда, ошибка у нас, полагаем, что языку обучать может только школа, семья ни при чем тут, государственные какие-то помощи нужны. Особо и не нужно. Если ты говоришь со своими детьми по-татарски, значит, ты передашь все, что ты знаешь. Они еще, если надо, теперь вообще возможности большие, по интернету изучают. У меня сын младший, он как полиглот, он
например, немецкий, китайский язык изучал по интернету. То есть он знает очень, ну, языков 6, наверное, свободно. То есть, когда ребенок знает как минимум 2 языка, да, русский язык в любом случае знать будет, и татарский, им легко изучать и другие. Вот народ должен понимать, что в семье надо воспитывать, именно язык передавать, а школа только поможет развивать этот язык. Прямо с утроби матери надо говорить. Файзрахман Абы, ваша позиция, в Это принципе, да, она понятна, да, то есть, ну, в принципе, как бы тут отдается приоритет именно семье, как месту, как ячейке по сохранению татарского языка. Но я хочу вас покритиковать. Вот скажите, вот можно ли, сохраняя семейный язык, да, татарский как семейный язык, например, сказать по-татарски ускорение свободного падения на поверхности Земли варьируется от 9,78 метра в секунду в квадрате на экваторе. Вот это можно на татарском сказать? Когда у вас татарский язык только в семье остался? Нет, точно в точно перевести это невозможно, но во всяком случае можно сказать по тем же примерам, как в Финляндии, например, да? Опять возвращаюсь. Но в Петербурге школы-то 30-е годы были, но сейчас нет. Но ведь народ-то знает татарский язык, говорят. В некоторых семьях, конечно, не говорят, но в основном же сохраняют язык. В Казани, может быть, немножко сложнее. Дети, ну, я не знаю, почему вот в Казани по-татарски татары не очень много знают, да? В некоторых семьях прекрасно знают, а много татар не знают татарский язык. А вот там далеко, может быть, ждут, надеются, что государство поможет им изучать язык. В общем, татары надеются только самих на себя в деле сохранения татарского языка. Не надеяться, а надо стараться сохранить именно в семье. Это, по-моему, единственный выход сохранения языка. Единственный. А то, что литература, да, их перестали сейчас выпускать. Я понимаю, что в Башкирии не пускают татарские языки. Это плохо. Это же как бы ущемление происходит. Я же говорю, что зная 2-3 языка, пусть изучают татары и башкирский язык, но татарский-то надо изучать. Пусть дают и то, и другое. Пусть они сами выберут себе уже национальность какой, раз они требуют это. Правильно? Файзрахман Абы, тут вот меня через телеграм-канал спрашивают, да, известно ли вам что-либо про такую деревню, как Чишма-Каран? Да. Там у одного из у одного из наших комментаторов бабушка, вопрос такой, там кто, там башкиры, там татары живут? Нет, я в этой деревне не был, но я это знаю, эту деревню, но А что это я не могу сказать. А что это за деревня? Она, Чумагурский район, да, получается? Да. Далеко от вашей деревни Зимеева? Далеко. Далеко? Честно говоря, не знаю я эту деревню. Вот смотрите, вот известно, что, скажем, вот Буздякский район, да, о нем известно, что, значит, татарский, Мишерский район. Да. Известно, что там есть башкирская деревня Канглы-Тюркеева. Вот у вас в Чекмагурском районе 1-2 чисто башкирских деревни есть? В Чекмаурском, по-моему, нет. Вот чувашские деревни есть. Чувашские деревни есть, да? Ну, вот, в принципе, наверное, мы вот так вот аккуратненько ответили на... Вообще, по-моему, даже Чувашский, он не входит ли в Бакалинский район? По-моему, нет, башкирской деревни там точно нету. Сейчас, может быть, объявили, что есть, но... Вот так аккуратно мы ответили на вопрос, если в Чешма-Каране башкиры. Не знаю. Дали понять, что, скорее всего, по всей вероятности, с высокой долей точности, но с небольшой неопределенностью, башкир в Чешма-Каране нету.
Ладно, хорошо. Федорамхан Абы, большое спасибо за интересную беседу. Да, я думаю, наверное, честь чекмагушских татар была... Мы ее отстояли, никакие это не предатели. Всем спасибо.